Этот выпуск «Утреннего кофе» мы снимаем в ауле Красный Восток. Почему именно здесь, расскажет гость нашего выпуска, руководитель подразделения Алашара в Черкесске Мурат Гедугов. Он не только делает мир вокруг себя лучше. Главная задача Мурата – вовлечь в этот процесс земляков и показать, что сила в единстве. Около года назад вы стали руководителем подразделения Алашара в Черкесске. Как прошел этот год и что было самым сложным в работе? Здесь стоит сказать, что в организации Алашара я работаю уже 8 лет, 5 из которых был заместителем руководителя и очень хорошо знал все эти процессы, которые происходят в организации. Поэтому после того, как я был назначен руководителем, я не могу сказать, что передо мной какие-то сложности встали. Но если говорить вообще о деятельности организации в целом, на мой взгляд, самое важное, я не говорю самое сложное, самое важное, то, что стоит перед командой Алашара, это вовлечь максимальное количество людей в созидательную деятельность и вдохновить их нашими идеями, нашей идеологией, нашим мировоззрением. Президент организации Алашар Муса Хабалевич Экзеков давно перед нами поставил цель дойти до каждого человека, выявить таланты каждого человека, мотивировать его на созидательные проекты, на саморазвитие и на изменение мира вокруг себя к лучшему, чтобы каждый человек начал чувствовать личную ответственность не только за свое домовладение, но и за то, что происходит у него на улице, в ауле, в районе, в республике и в стране в целом. Вот к этой задаче мы стремимся, и на сегодняшний день это такой главный момент, который мы сегодня преследуем в рамках своей деятельности. Расскажите, как прошел год для Алашары? Год прошел очень эффективно, очень плодотворно и очень насыщенно на мероприятия. Здесь стоит сказать, что в прошлом году организация отметила десятилетие со дня своего основания. И вот в этот год, уже в новую декаду, мы решили войти с новыми идеями и новыми наработками. Мы проанализировали опыт прошлых лет, переориентировали свои цели и задачи, масштабировали некоторые мероприятия и вот по-новому начали свою деятельность с этого года. И нам кажется, что вот эти изменения, они дадут нам возможность более эффективно и быстрее дойти до наших целей и задач. Алашара, пожалуй, одна из самых эффективных национальных организаций у нас в регионе, да и на Кавказе в целом. Расскажите про самые значимые проекты организации. Значимых проектов на самом деле очень много, но если говорить о более известных, это, безусловно, Игры народа Абаза и День культуры народа Абаза, который мы позиционируем как единый культурно-спортивный фестиваль. Ежегодно это мероприятие собирает более 10 тысяч гостей и участников. Причем на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что это, наверное, самое яркое культурно-спортивное мероприятие в жизни не только абазинского народа, но и республики в целом, потому что огромное количество представителей других национальностей принимают участие в этих мероприятиях и разделяют с нами этот праздник, что не может нас не радовать. Что касается других значимых мероприятий, то их на самом деле сотни, десятки, потому что в нашей деятельности мы охватываем фактически все сферы жизнедеятельности нашего народа. Это и культура, и спорт, и развитие молодежи, и развитие языка, и медицина, юридическое направление, информационное направление, сохранение традиционных семейных ценностей. И в рамках каждых этих направлений у нас десятки реализованных мероприятий и планируем их реализации в этом году. Это и создание методических пособий, издание книг, брошюр, журналов, газет, это записи аудиосказок, это съемки различных видео, популяризирующих культуру и семейные традиции абазинского народа, всестороннее медицинские обследования жителей сельской местности и многое другое. И, безусловно, все это вкупе очень важно и нужно в деле сохранения и развития такого немногочисленного народа, как абазины. Президент нашей организации в шутку называет нашу организацию лабораторией, где проводятся различные исследования в сфере сохранения традиций различных народов. И мы рассчитываем, что наш опыт, наши наработки, которые мы называем вкупе методом Экзекова, будут применимы не только среди абазинского народа и других народов Кавказа, но и в России в целом. Поэтому мы открыты для взаимодействия со всеми людьми, со всеми организациями, учреждениями и готовы делиться своим опытом. Большая часть проектов организации связана с молодежью. Как вы находите с ними общий язык и охотно ли они вовлекаются в ваши активности? Да, на самом деле на сегодняшний день молодежь очень активно включается в процессе нашей организации. Более того, на мой взгляд,
молодежь очень активно включается во все молодежные проекты, которые реализовываются на территории Карачаево-Черкесии. Современная молодежь, она очень активная, очень экспрессивная, нацеленная на саморазвитие и на самопознание. В рамках нашей деятельности мы уделяем особое внимание развитию молодежи. Более того, в рамках деятельности отдела развития молодежи у нас есть отдельный волонтерский корпус со своей годовой программой, которая вовлекает большое количество молодых людей в нашу деятельность. И вот этот процесс, эта работа проводится очень активно, очень плодотворно. Что касается методов их вовлечения, мы используем 3 метода. Первый метод – это организация различных мероприятий, нацеленных на развлечения. Как мы знаем, молодежь очень любит развлекаться, поэтому мы проводим для них различные походы по достопримечательностям Карачаево-Черкесии. Ежегодно проводим посвящения в студенты, проводим различные тематические вечера, встречи, где молодежь может просто собраться, что-то обсудить, посидеть, просто попить кофе или поиграть в настольные игры. Вот таким вот образом, в такой атмосфере рождаются различные интересные проекты. Второе направление – это образовательная часть. Как я уже говорил, молодежь у нас любит сегодня самообразовываться, и мы для них поэтому организовываем различные мастер-классы, различные тренинги, различные образовательные мероприятия, в рамках которых они могут получить интересный опыт и новые интересные знания, которые будут применимы для них по жизни. Ну и третье направление – это вовлечение лидеров мнений. Мы стараемся вовлекать в свою деятельность молодых людей, чье мнение важно для молодежи. И когда они присутствуют с нами, когда они приходят к нам, за ними приходит большое количество людей. И таким вот образом мы вовлекаем в сферу своей деятельности представителей нашего молодого поколения. Какие основные задачи ставит перед собой Алашара сегодня? Задач на самом деле много, и по каждому направлению у нас свои определенные задачи. Но если брать в общем и рассказать о миссии организации Алашара, то это создание условий для гармоничного развития каждого человека, сохранение культурного наследия народа Абаза, укрепление духовных связей между людьми, создание условий для развития институтов гражданского общества, а также активное участие в экономическом, социальном и культурном развитии России. Вот такая у нас многогранная миссия, и я уверен, что в ближайшие годы мы обязательно ее достигнем. Мурат, расскажите, где мы сейчас находимся? Мы находимся в ресторане абазинской кухни Исфанда. Название переводится с абазинского языка как «вот бы это попробовать», «вот бы это покушать». И по совместительству это место является таким мини-музеем абазинского народа. Это место было построено по инициативе президента Международного объединения Алашара Мусы Хабаровича Экзекова. Я знаю, что у вас есть довольно интересное хобби. Вы сами создаете ножи в традиционной национальной технике. Расскажите немного об этом. Да, на самом деле на сегодняшний день, свободное от работы время, я занимаюсь изготовлением традиционных абазинских ножей. Занимаюсь этим около 4 лет. Я не могу сказать, что я ремесленник, наверное, энтузиаст в этой области. И если бы лет 5 назад мне сказали бы, что я когда-то буду делать ножи, то я бы в это не поверил, потому что не было какой-то предрасположенности, интереса. А этот интерес возник следующим образом. Мы в рамках нашей деятельности познакомились с одним ремесленником по имени Зураб Такушинов. И представьте себе, это был единственный представитель абазинской национальности, который сохранил знания о том, как изготавливать традиционные абазинские ножи. То есть на тот момент фактически это ремесло было утрачено. Мы с ним познакомились, пригласили его в наш офис, поговорили, естественно, приняли решение, что ему нужно помочь создать мастерскую для того, чтобы вот это ремесло у нас сохранилось. И не только для того, чтобы он изготавливал эти ножи, но чтобы он еще мог передавать эти знания молодым людям, брать учеников и их обучать. И вот мы помогли ему, Муса Хабарович Экзеков выделил денежные средства в рамках нашего грантового конкурса. Мы создали для него мастерскую, и он начал обучать учеников. Я вот с ним подружился, с этим человеком, приобрел у него традиционный абазинский нож, заказал его, и в процессе вот взаимодействия мы с ним сдружились. Он мне предложил, почему бы тебе не научиться этому ремеслу. Ну, я сказал, давай попробуем. Вот так вот изготовил один нож, второй, третий, пятый, и вот так вот поехало. На сегодняшний день у меня своя мастерская, есть даже свои ученики, которых я обучаю изготовлению традиционных абазинских ножей. И это как раз успешный пример проекта, который мы поддержали, дали ему начало.
и он на сегодняшний день самостоятельно развивается, самостоятельно масштабируется. На сегодняшний день более 10 представителей абазинской национальности занимаются этим ремеслом на постоянной профессиональной основе, что не может нас, безусловно, не радовать. В завершение нашего интервью мы бы хотели провести с вами блиц-опрос. Ваша любимая книга? Гюго «Отверженные». Любимое место в республике? Я думаю, это город Теберда. Там особая атмосфера, особенный воздух. И ваш девиз по жизни? Всегда, в любом случае, при любых обстоятельствах быть искренним и честным по отношению к себе.